Марат Бакач, есть вопрос? У меня вот один вопрос. Пожалуйста. Точно так же я хочу понять его позицию по определению понятия национальной безопасности. Это понятие указано в законе. Я точно не могу полностью привести точное определение. И в целях обеспечения национальной безопасности и принят этот закон. У вас есть еще вопрос? Нет. Нет. Представитель Джоркинша есть вопрос? Нет вопросов. Нет. Уважаемый судья, пожалуйста, Медведевич. Нурбек Атеевич, во-первых, я вас попросил воздерживаться от таких высказываний, как это не может быть являться предметом конституционного судопроизводства, поскольку это правомочие самого суда. Это во-первых. Да. Во-вторых, у меня к вам такой вопрос. Право обвиняемого, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защитника по своему выбору, вы считаете, что это не ограничивает право на судебную защиту? Значит, я имею в виду, когда не может быть предметом рассмотрения. Я имел в виду, когда заявитель приводит свои доводы насчет права адвоката, а в своем требовании указывает статьи 15 оспариваемого закона и часть 4 статьи 17. Поскольку, Алексеевич, да, я отвечаю. Это был не вопрос. Это был не вопрос. Это уже происходит не первый раз. Это просто мое было к вам пожелание, чтобы именно о предмете, который может являться предметом, я выскажется, почему он это включил. Почему я, может быть, чуть-чуть неправильно выразился, но смысл я хотел сказать, потому что он требует, то есть приводит свои аргументы, однако он требует как бы отменить вот в целом, да, значит, статью 15. Тогда поймите, вот статья 15, тогда получается в целом, тогда мы отказываемся в целом от проверочных мероприятий в отношении и должностных лиц, и граждан, и даже иностранных граждан. Во-вторых, вот части 4 статьи 17 указано, да? Если гражданин уклоняется от проверочных мероприятий, значит, ему не должны отказываться, что ли? И если он сообщает заведомо ложные сведения и о себе, и о своих близких родственниках, это нормально, порядка вещей или нормально, что ли? И в этом случае не должны отказываться. Я об этом это имел в виду. Можно было бы, может быть, как бы по его словам, вот уже мне становится понятно, что адвокату нужно включиться в перечень должностных лиц, которые указаны в статье 16, которые получается допуск без проверочных мероприятий. Как он приводит пример России. То есть там должностным лицам предоставляется без проверочных мероприятий, и сюда же относится там в законе Российской Федерации. Адвокату тоже. Поэтому я скорее, значит, требования его касаются законодательного характера. И второй вопрос. Второй вопрос. Право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защитника по своему выбору. Имеется в виду на адвоката по своему выбору. Вы считаете, это ограничивает или не ограничивает право на судебную защиту? Взаимосвязь между этими правами есть или нет? Ограничений не видим. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Когда вы в своем выступлении сказали, что у адвокатов должен быть общий порядок доступа к государственным секретам, вы имеете в виду как в рамках статьи 16? Да? Или какой порядок вы имели в виду, когда вы говорили общий порядок доступа к государственным секретам?
Поскольку в нынешнем законе адвокат вообще не прописан, он не относится к должностным лицам Кыргызской Республики. То есть он как гражданин, все подразумевают, что как обычные граждане, они должны получать значит, этот допуск. Вот так все понимают, да. И соответствующие госорганы тоже. Есть еще вопрос? Нет? Спасибо. Присаживайтесь.